Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе. Сегодня мы поговорим о том, что происходит у наших соседей в Украине. Вы знаете, что с 22 года там идет полномасштабная война с Российской Федерацией, о том, как живут в эти непростые времена гагаузы Украины, как складываются их взаимоотношения с украинскими властями, какое у них отношение к войне и как они сотрудничают с Турцией и с другими странами. И сегодня об этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем Юрием Демчоглу, председателем Ассоциации гагаузских обществ Украины. Здравствуйте, Юрий. Рад видеть вас у нас в студии, потому что мы с вами за все эти годы встречались неоднократно, но на вашей территории теперь рад вас видеть у нас в студии. Добро пожаловать. И, конечно, первый вопрос будет с войной связанный, потому что на прошлой неделе гагаузы и Украины, и Молдовы в том числе были очень печальные новости в связи с гибелью одного из гагаузов, который участвовал в войне со стороны Украины. Как обстоят дела сегодня, если мы говорим о военном положении и о войне? Добрый день. Заман Хайролсон. Рад действительно встрече в Камрате, буквально на одни сутки по семейным обстоятельствам приехал к семье, к матери своей. Война войной, поэтому редко приезжаем. Наша жизнь полностью кардинально поменялась за последние 4 года. Война уже идет больше 3 лет. Скоро будет уже 3,5 года, потом и 4 года. Вот так и живем. Как говорят в Одессе, от пролетов до пролетов. От налетов до налетов. Действительно, в субботу хоронили легендарную гагаузскую личность для гагаузов Украины, потому что его все многие знали. Роман Димов, Ромчик его называли, позывной танцор, который еще с 22 года, будучи директором Дома культуры, вот представьте себе, что сегодня директор Дома культуры в Гагаузии, каких-то из сел, добровольцем пошел на фронт. При том, что он там директор, имел должность хорошую. Мы его все знали, потому что он всегда там какие-то делегации, концерты, Курчу, когда в Виноградовке проходили, он встречал с вином, как положено, чотрой, с брынзой, с помидорчиком, с вином, и стакан шараплом. Многих встречал, многие директора Дома культуры, многие группы его знали. Он был такой узнаваемый среди гагаузов Украины личностью. Очень веселый, шутник, доброжелательный человек. И на войне себя он показал как герой, потому что, я же говорю, он воевал с 1 года, с 22 года в войне. Он был сапером в одной из механизированных бригад. На его счету более 200 обезвреженных мин и бомб. К сожалению, во время, как рассказывает одно из обезвреживаний, произошел несчастный случай. Он погиб. Позывной у него был танцор, его тоже командование знало, как часто о нем репортажи делали во время войны, военные наши каналы. В марте этого года он был награжден президентом Украины орденом за мужество. То есть в марте, буквально несколько месяцев назад. До этого многие награды были. То есть был легендарной личностью и в жизни, и на фронте, активным, как говорится, и в гагаузской культуре, и показал себя достойным гражданином своей страны. Прекрасная семья, у него жена с родом с соседнего села, тоже гагаузского, Котловина Балбока. Поэтому и многие в Котловине его тоже знали. Я лично его часто знал, он звонил. Я буквально, когда он погиб, посмотрел переписку. Мы с ним последний раз по Скелле поздравлялись. Я его и говорил, кстати, в основном только по-гагаузски. Вот он, что надо ему отдать должное.
Или Гагаузча, или в основном Гагаузча алфавитки. Я посмотрел переписку, потом вам покажу. Вот я с ним на Пасху еще общался. Поздравлял его с Пасхой. Он мне отвечал по-гагаузски. К сожалению, это уже, я веду счет, это уже 11-й наш герой, которого я, по крайней мере, знаю, погибший гагауз за 4-й год войны. Я думаю, что есть еще количество больше, но я, по крайней мере, то, что я знаю, которых я знал, которые мне сообщили там сельские старосты, то я знаю. Есть многие гагаузы, которые там жили в Виннице, Николаеве и ушли на фронт оттуда. Я знаю тех, которые в Одесской области в селах жили, или были из села, или с Одессы, там, поэтому я их знаю. Вот такая вот жизнь, Виляй Шамак. Юрий, если мы говорим вот о том, как изменилась жизнь гагаузов Украины после 22 года, потому что сейчас Молдова находится, вы знаете, во-первых, будем говорить о том, что и Украина, и Молдова являются кандидатами вступления в Европейский Союз, и это еще больше отражается на отношении России как к Украине, так и к Молдове, в общем-то. Молдова сейчас находится, по сути, перед выборами в парламент, которые пройдут 28 сентября. И есть тоже очень много, в том числе, информационных атак и угроз со стороны Российской Федерации и вмешательства во внутренние дела, в том числе и политические. Наверняка вы смотрите и читаете новости по Гагаузии. И помните, несколько недель назад там многие пророссийские политики были в Петербурге, где нам показали там фотографии, что они там пытаются создать какой-то блок, чтобы противостоять нынешней правящей партии, в том числе с антиевропейской повесткой, мы понимаем, потому что другой повестки у Российской Федерации не может быть по отношению к Украине и Молдове в общем-то. Потому что мы были неоднократно у вас в Украине, но изменилось ли отношение гагаузов Украины к России, к русским, после того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины? Вы знаете, я часто, меня спрашивают этот вопрос, конечно же, изменялось. И с каждым годом оно все больше и больше изменяется в худшую сторону. У меня у самого есть двоюродные братья, проживающие в России. Я перестал с ним общаться с первых дней. Там двоюродные сестры есть, которые там начинали говорить, что мы сами себя бомбим, что там за биолаборатории, которые у нас там выращивают голубей, которые будут бомбить Россию. Там. Понимаете, после таких разговоров мне нечего было с ними вообще общаться. Я полностью перестал общаться. Но самое главное, что вы знаете, я хотел сказать, что ладно, тот варвар, тот агрессор, тот человек, ни один нормальный человек не начал бы эту войну. Руководитель российского государства, безумный человек, кровавый тиран, начал эту войну. И если человек был 20-30 власти, понятно, что у него мозги могли быть, как говорится, потеряны и раздумья, потому что как можно братский твой народ, который там еще 5 лет назад нормально к тебе относился, там, никаких гонений, как он, там, знаете, возомнил, что гонения, что он будет защищать русскоязычных. Мы сегодня с вами говорим по-русски. Вы видели, в Украине по-русски говорят. Никто им не запрещает. Гагаузские все говорят по-русски. И никто не говорит, там, никто не осматривается, что он говорит по-русски. Нет такой, это выдуманная проблема. Но меня больше всего поражает, что 150 миллионов человек в этой стране не говорят, это общество не говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь, это наши братья? Зачем мы их убиваем? Зачем мы их убиваем? За что мы их убиваем? За что страдают наши села и города? Как мы их освобождаем? Мы освобождаем уже разрушенные села и города. Каждое село, которое зашла российская армия, или село, это руины.
в большей меньшей степени, иногда сравненные с землей, иногда что-то торчит, понимаете? Это освобождение называется. Так освобождается. Понимаете? Вот мне больше всего, как 150-миллионный народ этой страны молчит и поддерживает этого тирана, понимаете? Этого преступника военного. Юрий, ну вот К тому же убили уже 1 миллион российских солдат. В последнее время, ну, у нас есть пророссийские партии, вы это знаете, как бы, наверное, не хуже нас, проживающих в Молдове. И, в частности, есть такой политик, который близка к Илону Шорову, Виктория Фортуна, это бывший прокурор, к слову сказать, да, которая вот уже неоднократно делает заявление о том, что, ну, Молдове пора бы вернуть территории Бессарабии, речь идет как раз о населенных пунктах, где компактно проживают гагаузы в Одесской области, ну и болгары, потому что, ну, и мы помним историю. Да. Она так хорошо, что она использовала термин буджак, правильный термин, который исторический термин. Но вопрос в другом же, конечно, потому что мы понимаем, что эти нарративы продвигаются через Россию, и они ни к чему доброму не могут привести априори, потому что Молдова с Украиной имеет договор о дружбе, сотрудничестве, о признании границ, и, в общем-то, это уже далекая история, то есть никто не собирается пересматривать границы, тем более, которые были решения приняты в еще советские времена. Но это очень сильно отражается в том числе на взаимоотношениях двух государств, не в лучшую сторону. Понятно, что я понимаю, что официальный Киев, может быть, несерьезно воспринимает слова Виктории Фортуны, но мы понимаем, через кто распространяет эти нарративы, и понимаем, что в любой политической ситуации перед выборами это может иметь определенные последствия. Потому что если об этом говорит лидер партии, которая может войти в блок, который создается в России, то это могут пойти далеко идущие последствия. Я видел в интернете, что в том числе была реакция, когда она первый раз об этом заявляла, была реакция там украинской стороны, были люди в военной форме, которые отвечали, в общем-то. Но как вы относитесь к этим заявлениям? Я имею в виду гагаузы Украины. Каково слушать это со стороны Молдовы, такие вещи? Потому что я знаю настроение гагаузов Украины. Вы считаете, что вы украинцы, несмотря на то, что говорите на гагаузском. То есть это уже исторически как бы другой этап жизни. Хотя мы как бы один народ, но мы были разделены и живем в разных государствах. То есть это современная реальность. Ну, знаете, с точки зрения гагаузского менталитета, я думаю, что у него фортуна в голове. Знаете, этот фортуна в голове, по-гагаузски, знаете, фортуна в голове у него. Это, и, конечно, это смешно, но с другой стороны, это 100% это команда с Москвы, так говорить, потому что, знаете, вот это классический лозунг «Исторические земли». Россия, тут исторические земли. Ну, понятно, что Молдова не Россия. Молдова, в отличие от агрессивного российского государства, убийственного государства, оно соблюдает международные договора. Мало того, Молдова даже, вот, честно говоря, было Приднестровье такое, ну, в Украине никто не церемонился бы в Приднестровье, я вам скажу. Оно было в давном территории Молдовы. Но надо отдать должное руководству сегодняшнего Молдовы. И президент Молдовы заявил, что приднестровский вопрос она хочет решить мирным дипломатическим путем. Это великая честь этому президенту, этому руководителю, который не хочет допустить никакого конфликта. Но такие провокаторы, не только она, и в том числе провокаторы в Гагаузии, они будут дестабилизировать ситуацию. И эта ситуация, я не знаю, насколько хватит нервы правоохранительным органам Молдовы. То, что сегодня происходит в Гагаузии, ну это намного... То одни разговоры, понимаете? Вот то, что она сказала, это сделало волны на ровном месте.
Эти заявления без... Это пока заявление, но давайте представим, что этот блок регистрируется, будет зарегистрирован ЦИКом, и они будут участвовать, эти 5-6 партий, которых сколотили в России, непонятно под какие интересы, потому что когда видишь те, кто сидят за столом, и они долгие годы ненавидели и обливали друг друга грязью, как бы даже не скромничая, то есть теперь их опять как-то каким-то образом сколотили. В России не спрашивают, российский клей не спрашивают, он просто клеит, не спрашивая разрешения. То они будут идти с таким месседжем во время избирательной кампании. То есть мы же понимаем, как бы к чему это и для чего это делается. Вот возвращаясь к вопросу с войны в Украине, и в том числе потому, что мы все время слышим о том, что Одесса, Николаевская область будет русские займут, в общем-то, и мы видим, что переговоры, которые были инициированы в том числе и Соединенными Штатами, особо успеха не нашли, потому что понимаем, что российская сторона не особо и уступчива, и, может быть, даже не готова вести переговоры, имея свои задачи. Но насколько сегодня может быть рассмотрен такой сценарий серьезно, допустим, по поводу Одессы и Николаевской Я вам области? скажу, что я к их словам Фортуны серьезно не отношусь. А касательно слов, что вот Одесса, Николаев, ну это мы это уже слышали в 2022 году. Закончится тем, что они вынуждены были убегать за Днепр. Понимаете? Да, ситуация сегодня на фронте не в пользу Украины, сразу вам скажу. Но с другой стороны, и большого сильного продвижения российской армии я тоже не вижу. Сегодняшняя ситуация на фронте, это просто, вот я в репортаже уже говорил, сегодня идет война на истощение. Вот по-нормальному, нормальный там руководитель России понял, вот да, у тебя не получилось Киев взять за неделю, там, за 3 дня, за неделю. Ты убежал, твоя армия убежала из-под Киева, убежала из-под Чернигова, из-под Сум. Твоя армия убежала полностью со всей практически Харьковской области. За Днепр, я уже говорил, Херсон был освобожден. Вот после этого нужно было садиться. Вот тогда, я думаю, что тогда и Украина еще как бы не сильно, тогда еще людей, миллионы не погибли, понимаете? Вот после этого тогда были потери там тоже большие, но пару десятков тысяч человек с обоих сторон, понимаете, было потерь. Нет. Надо идти дальше, надо пытаться наклонить этих украинцев. Украина будет сопротивляться. Вот сколько надо будет сопротивляться. И это уже понятно. Сегодня война идет на истощение обоих стран. Победителя в этой войне не будет. Это понятно уже для меня, по крайней мере, понятно, как гражданин Украины, последние 3 года. То есть первые полгода была война. Там каждый показал свои... Ну, сегодня, ну что, российская вот последнее наступление в Сумской области, кинули 100 тысяч человек, 70 тысяч человек на Сумскую область, заняли 4 села, продвинулись на 9-10 километров, потеряли половину из этих 70 тысяч, и все, наступление остановилось. В Сумской области наступление стоит уже неделю, дальше не двигается. И вот так на каждом отрезке фронта, кроме Донецкого, в Донецком там есть, да, движение, есть там, ну, по крайней мере, районами не сдаются. За 3 года фронт подвинулся максимум на 50 километров. А Украине еще тысячами километров. Что, 200 лет будем воевать? Понимаете? Поэтому в этой войне, еще раз говорю, в этой войне не будет победителя. Надо ее останавливать. И так, по крайней мере, может быть, лет через 20-30 народы начнут опять с собой говорить. Чем дальше будет продолжаться война, погибнут еще миллионы российской армии. Потому что почему украинская армия медленно отступает там, по 50 километров в год? Потому что в отличие от российской убийственной армии, она местные штурмы не кидает своих солдат. Она отходит на более выгодные позиции. В это время погибают массово российские солдаты. Последний раз, знаете, нормальный человек, нормальный президент своей страны может сказать, что там, где сапог российского солдата, там российская территория. Да, сапоги их остаются, но без ног уже российских, как говорил у нас министр иностранных дел. Сапогов полно российских на украинской территории. Но, к сожалению, российские солдаты возвращаются уже без ног и без рук в Россию. Юрий, но вот если мы говорим об Одессе и Николаевской области, потому что мы понимаем, что речь идет о Черноморском бассейне, и здесь как бы нельзя отбрасывать Турцию, которая
по сути, является одной из самых больших армий в НАТО и член НАТО. И, в общем-то, у меня всегда возникала мысль и такие умозаключения о том, что вряд ли Эрдоган может позволить, чтобы русские заняли все контролировали побережье Черного моря. Поэтому здесь, как бы, если Россия, ну, так по моему видению, двинется в сторону Николаева в Одессе, здесь не исключено о том, что может получить проблемы еще и с Турцией, потому что ну, сейчас вот речь идет о Джурджележском порте, который Европейский банк реконструкции и развития объявил, что он продается. Есть участники тендера, и в том числе одна из компаний турецкая, которая имеет намерение купить этот порт. И здесь возникает вопрос, что, наверное, турки, как бы, если предполагали бы, что здесь могут прийти русские, вряд ли бы скупали бы здесь порт. Но в этой связи, вот, если говорить о интересах Турции, потому что я то, что наблюдаю за вашей страницей и, в общем, взаимоотношениях гагаузов Украины с турецкой стороной, они более активны, и вижу больше поддержки гагаузам Украины со стороны турецкой стороны, в отличие от того, что происходит здесь, в Молдове, потому что из-за того, что мы получили Башкана, которого получили, и которого сегодня нет уже больше 60 дней, потому что она арестована, нет никаких контактов не только с турецкой стороной, но и с другими партнерами. А что сегодня, как Турция сегодня поддерживает гагаузов Украины? Вы знаете, вы правильно задели вопрос, потому что особенно в части безопасности в Черном море Турция всегда проявила свою активную политику, и даже когда в 2014 году был оккупирован Крым, Турция с тех пор 10 лет четко, уже 11 лет дает четкое понятие, что Крым это Украина. Не в интересах Турции действительно развитие военного российского в Черном море, потому что Турция всегда считала себя там тоже хозяином. Во-вторых, ну, сегодня российского флота нету в Черном море. Сегодня российский флот прячется где-то под Новороссийском. Понимаете? Сегодня, почему сегодня работают одесские порты без зернового коридора? Он не нужен сегодня там с разрешения России, как было в первый год войны. Потому что ВМС Украины прогнали российский флот. Он сейчас сначала за Крым, за Севастополь, а теперь сегодня Севастополь это уже не военный флот. Там нету военных кораблей вообще от слова. Потому что дроны, то чудо, морские дроны военных морских сил Украины подбивают все, что выходит сегодня дальше Севастополя. Даже дальше Керчи, вы знаете, что под Керчью уже проходит операция ВМС Украины. То есть сегодня российский флот, можно сказать, уничтожен на Черном море. И поэтому вы правильно, мы касательно Николаева, Одессы, они будут российским, но сухопутно невозможно, потому что нужно форсировать Днепр, нужно опять взять Херсон, нужно пройти по дороге, там есть 3 лимана, которые до 100 километров вглубь уходят с суши, там Аджалыкский лиман, Куяльницкий лиман, Телегульский лиман. То есть, ну, это нереально для сегодняшнего состояния российского войска, которое потрепано серьезно, провести такую операцию. Поэтому единственная возможность была бы с моря, но на море ситуация еще хуже для российской армии. Вот многие вот там плюс-минус говорят про Курскую операцию, но она показала, да, там украинская армия зашла и там находилась 10 месяцев. Ее потом оттуда 10 месяцев Великая Российская армия освобождала, 10 месяцев освобождала от контингента там небольшого украинских войск. Но она показала, что любой другой отрезок границы пустота. То есть России нечем защищать другие там, десятки тысяч километров своей территории. Все ее силы сегодня в Украине. Вся ее экономика тонет сегодня в Украине. Вот еще одна причина, почему эту войну нужно останавливать. Она сегодня потрепала, да, она потрепала Украину, у Украины есть цели защищать свою территорию, свою государственность. А цели России я не вижу в Украине. Вот до сих пор не понимаю и не вижу. Амбиции одного человека, международного преступника. И все. Все-таки вот касается... Извиняюсь, Турция. Турция действительно, у нас прекрасные отношения. Недавно приезжал министр иностранных дел Турции. Я даже после этого там, передавал месседжи гагаузской власти в Молдове. Ну, они четко, они никогда не будут встречаться с сегодняшней властью.
один месседж, сказал мне министр иностранных дел. Мы шокированы тем, что понятие тюркского мира, который был в Гагаузии, которому мы помогали, потому что тут живут наши братья-тюрки, заменены сегодняшним руководством на понятие русского мира. Понимаете? Турки шокированы. И сегодняшнее руководство, и сегодняшний там исполком, и вся шайка, которая бегает, которые великий тюркский мир заменили на призрачный русский мир. То есть наша идентичность гагаузская обнуляется сегодня. Понимаете? Вот что сегодня. И турки это прекрасно понимают. И пока это будет происходить, к сожалению, мы потеряли те инвестиции, которые постоянно. Вы знаете, объем турецких инвестиций безвозвратных был от 10 до 15 миллионов долларов каждый год. Вода, стадионы, центры, библиотеки, книги, учителя, мероприятия многие, международные конгрессы, которые всегда был там спонсором, в том числе ТИКа. Я уже не говорю про европейские. Мы это все потеряли. И что мы получили? Подачки от кровавого денег российских Шора, которые российское ФСБ передает через Шора. Вот что сегодня народ Гагаузии получил. Вместо того, чтобы эти деньги зарабатывать, жить с европейскими проектами, с турецкими проектами, мы сегодня стали изгоем. Мы сегодня стали, знаете, аналогом Северной Кореи на территории Молдовы. А потеряли перспективы, европейские в том числе перспективы, турецкие перспективы. От нас братский турецкий народ отказывается. Понимаете, мы для чего дожили? Юрий, вот если говорить об отношениях гагаузов Украины к ситуации в автономии, и в том числе к тем политическим решениям, которые привели выборы, которые проходили в Гагаузии, да, потому что мы много можем говорить об электоральной коррупции, об ответственности, но факт остается фактом. За Гуцул голосовали за деньги, голосовали, может быть, кто-то по убеждениям, но за нее голосовали, то есть в любом случае ее привели к власти. Потом подкупа, потом путем... Я называю, у нас, когда я в выборах много раз хочется, я называю, голосовали лапшой и деньгами. За что как-то голосовали, привели к ее к власти. И как гагаузы Украины относятся к этой ситуации и вообще к жителям Гагаузии, которые сделали такой выбор в кавычках? Я начал говорить. Как-то в том-то и дело, как-то голосовали, но я прошу вас очень, опомнитесь. Biraz akılını açınız. Nereye biz gideriz, ne biz yaparız. Biz yok etti Gagauzi'yi. Gagauzi bütün dünya Gagauzları için Ukrayna'daki, Bulgarya'daki, Grecya'daki bir vatan. Biz gelemiyoruz bu vatana. А перспективы гагаузов в Европейском Союзе, потому что, я уже говорил, и украинские гагаузы, и болгарские гагаузы, и греческие гагаузы, нам нужно объединиться, и объединиться мы можем в рамках единой Европы, где соблюдаются права национальных меньшинств, где мы можем участвовать в европейских проектах, которые вот сегодня, вы знаете, в Румынии, я вам давал информацию, в Румынии образовалась ассоциация гагаузских обществ Румынии. И сегодня очень стремительно растет, то есть очень много выходцев с Украины, с Молдовы, имеющих гражданство Румынии, которые сегодня. И сегодня уже в Бухаресте, в Констанце и в Галации есть уже ячейки от общества. Мало того, насколько я знаю, их уже приняли в парламенте Румынии, эту делегацию румынских гагаузов. Представляете, из нуля, из ничего, благодаря европейским проектам, они получили уже финансирование. И говорят, что на следующий год у них очень большие перспективы по финансированию, вплоть до того, что их цель, чтобы Гагауз Румынии, вот их цель, они говорят, чтобы согласно румынскому и европейскому законодательству, они хотят получить квоту в парламенте Румынии на Гагауза. Вот такие вот цели, вот такая Румыния, вот такой Европейский Союз. Со мной связывался Виталий, который возглавляет это общество, и вроде бы они собираются в Камрад приехать, чтобы рассмотреть какие-то возможные моменты для сотрудничества. Но вот если мы говорим о гагаузском языке и его положении в Молдове и Украине, потому что в общем гагаузский язык несколько лет назад ЮНЕСКО был признан и внесен в список исчезающих языков, и это тоже определенные последствия имеет для гагаузов со всего мира.
Но в Украине, которая подписала и ратифицировала региональную конвенцию о языках меньшинств, есть одно положение, потому что Молдова, несмотря на то, что является кандидатом в члены ЕС, эту конвенцию подписала, но парламент ее еще не ратифицировал. То есть, скорее всего, нас обяжут это сделать, чем глубже будут заходить переговоры с Европейским Союзом. Ну, поэтому у нас в Молдове есть проблемы с языками меньшинств, в том числе и с гагаузским, и мы знаем, что на нем говорят меньше, чем говорили 5-10 лет назад, и знаем, что есть проблемы с языком, и есть инициативы, которые делает центральное руководство страны в лице президента, в лице Министерства просвещения. Буквально там на прошлой неделе было собрание в Камрате, где будут переквалифицировать учителей гагаузского языка. Но что получает гагаузы Украины? Я знаю, что из государственного бюджета есть достаточно финансирования, в том числе и на издание книги на изучение гагаузского языка. Как в Украине обстоят дела с гагаузским языком? Я всегда говорил, что мне удивительно, что и приятно одновременно, что украинское государство очень заботится о национальных меньшинствах, оно их видит партнером украинского государства. Мало того, в Украине изменили закон перед войной, изменили, не помню, в 18-19 году был изменен закон даже. Убран термин национального меньшинства нету. Украинской мовой национальные спільноти переименованы. Спільноти это общество, громада. То есть национальных меньшинств, даже слово меньшинство запрещено в Украине законодательно говорить, понимаете? Насколько толерантное украинское общество, украинское государство. Мало того, сегодня есть два крупных органа, которые регулируют. Это Государственное агентство национальности и религий, у него статус министерский есть, которое финансирует многие мероприятия. Вот мы перед войной проводили концерты, фестивали, нам государство проплачивало сцену, огромные сцены, стадионы, аренда, там концертные залы, конференции. Нам все государство проплачивало. Нам зачастую даже проплачивали автобусы, чтобы все приезжали. Там, ну, по крайней мере, процентов 70-80 расходов нам все проплачивали. Минимум раз в год мы имели право. Там, нас проплачиваются все учебники. Вот Гагаузский центр в Виноградовке, Курчу увидели, он сегодня является официально научным центром для Министерства образования Украины, для этого агентства. То есть туда приезжают иностранные делегации. Отдельный бюджет, ну, ни много ни мало, только с областного бюджета на этот центр выделяется больше 2 миллионов гривен. Это больше миллиона лей. Знаете, на маленький гагаузский народ, который там в Одесской области 1,1% гагаузов в Одесской области. Выделяется только на развитие. За эти деньги можно развиваться, я вам скажу. То есть это не так, что мы на произвол брошены. То есть украинское государство четко заботится. Плюс еще есть сейчас создан орган год назад. Это Ассоциация национальных спільнот при президенте Украины. То есть при президенте Украины, при омбудсмене украинском создан такой орган тоже. То есть и на уровне правительства действует, я сказал уже, Государственное агентство национальности и религии называется. И плюс сейчас создан орган при президенте Украины, при омбудсмене. Чтобы, не дай бог, их права кто-то этот. Потому что национальные общества показали себя достойными гражданами своей страны. А почему показали? Потому что украинское государство все время заботилось о них. И никто даже меньшинством не называл. Юрий, а как сегодня идет преподавание гагаузского языка в школах? Ну, я имею в виду гагаузских населенных пунктах. И есть ли обучение на гагаузском языке, я имею в виду там часть предметов или как это происходит в Украине? У нас нету чисто гагаузской школы, то есть где все предметы, но и такого Гагаузии нету, насколько я знаю тоже, к сожалению. Хотя стоило бы это сделать за 30 лет независимости, автономии, и независимости Молдовы в том числе. Это ошибка, я считаю, что и молдавского государства, которое должно было заставить в Гагаузии сделать хотя бы там в городах, Чедарлуге, Волконежске и Камрате национальные школы 3 или лицея, где преподавание велось бы только на гагаузском и румынском языках.
Этого не было сделано, это ошибка совместная, я считаю. Это нужно сделать обязательно. У нас преподается гагаузский язык с 1 по 4 класс как предмет обязательный в 6 школах, в 6 селах Украины. И с 5 по 11 класс как факультатив. То есть оплачивается ставка учителю, и кто уже хочет, тот приходит. Ну, дети, родители пишут там. Ну, есть в каждом селе там от 8 до 11 человек, преподается и в старших классах. Насколько я знаю, в 2 селах он факультатив по документам, но по факту как обязательный предмет в Дмитровке, Александровке, там, вот таких селах, где там 99% гагауза живут. Мы сейчас боремся за статус коренного народа. Там есть юридические чуть-чуть трения, но мы заказали в Академии наук Украины научное обоснование. Я думаю, что мы до конца этого года еще раз попытаемся подать через омбудсмена и в основном мы с омбудсменом уже, то есть при президенте орган, который омбудсменский, мы договорились, что мы в сентябре сделаем конференцию проведем, где представим это научное обоснование, потому что упоминания о гагаузах на территории Украины начинались еще с XI века. Слово о полку Егореве, откройте в интернете, посмотрите, там есть упоминание на узов и торков, на кочевой народ, который пришел со стороны Азии, который жил на территории сегодняшней Черкасской области, город Торческ был, то есть нас называли киевские князья, узы и торки, то есть тюрки и узы, понимаете. Но под давлением монгольских племен, которые сначала сожгли Торческ, столицу, и мы охраняли южные границы Киевской Руси. И потом очень много упоминаний в Бессарабии, черных котлобухов, очень много и в Бессарабии, в том числе, вот, и на территории Молдовы есть закрыто, но это уже чуть-чуть попозже, уже 12-13 век, это когда мы шли дальше уже до Балканы, то есть мы еще 200-300 лет задержались на территории Северного Причерноморья. То есть мы тут жили 300-400 лет. Так получилось, что мы потом вернулись в 18 веке обратно, в конце 18 века, но мы здесь присутствовали всегда в Северном Причерноморье. Юрий, если мы говорим о предстоящих выборах, потому что Гагаузия тоже находится в каком-то промежутке между выборами или предстоящими выборами, потому что мы знаем, что у Народного собрания истекает срок полномочий, должны быть выборы в Народное собрание. И с должностью Башкана, то есть не все понятно, потому что уже более 60 дней Гуцул не может исполнять эти обязанности. И, в общем-то, есть 2 законодательных пути. Одно предусматривает уложение, другой вариант — это закон об особо правовом статусе. Но в любом случае мы понимаем, что ситуация складывается так, что помимо выборов Народного собрания, скорее всего, Гагаузию ждут и выборы Башкана автономии. Ну, вопрос времени. Как вы думаете, насколько сегодня есть предпосылки того, чтобы результаты этих выборов отличались от того, что мы получили в 2023 году, и пожинаем плоды того выбора еще по сей день, и, скорее всего, будем пожинать еще не один год? Я очень надеюсь, что наша Гагаузия, родина для всех гагаузов мира, вернется в ту струю гагаузской жизни, когда сюда приезжали гагаузы всего мира, когда мы собирались на Всемирный конгресс гагаузов, и будут проводиться гагаузские мероприятия, когда мероприятие Шарап Йортусу, Хидерлес, Касым будет не популистским политическим мероприятием для какой-то политической силы, а для всех гагаузов Гагаузии и для всех гагаузов мира. Вот я хочу, чтобы вернулись эти года, эти счастливые годы тоже. Хуже, чем сегодня, мне кажется, уже быть не может. И я очень прошу жителей Гагаузии сделать осознанный шаг. Не популистов, не голосовать лапшой, обещаниями и деньгами, которые хватят вам на 1 месяц, а голосовать будущим. Будущем. Мы сами творцы своего счастья. Сделайте достойный выбор.
правильный выбор. Нужна политическая сила, которая будет вместе с государством Молдова жить, работать, процветать вместе с Республикой Молдова. Вы сегодня говорите о том, что вас давит, что вас унижает Молдова. Но если вы ее провоцируете, понимаете, если вы не хотите со всем молдавским народом созидать свое государство и говорите, что вас обижают. Ну, как может быть сегодня, например, если мы, гагаузы Украины, говорили, мы хотим там с Турцией, с Россией, мы не хотим с Украиной, как бы к нам относилось украинское государство? Раз и навсегда запомните, вы граждане Республики Молдова. И политика Республики Молдова, нравится вам или нет, она должна на конференциях, на встречах, в парламенте обсуждаться. Подсказывать вы должны партнером быть центральным властям Молдовы, а не противником, еще и угрозами, и шантажом, непонятно финансирование каких сил, которые за пределами Молдовы, которых весь мир признает как преступников. А мы подались на их подачки, и сегодня непонятно, куда идем, в тупик идем. Я сегодня со многие личности гагаузские, Фармузал, Кройтер, с которыми я общаюсь, они говорят, йокеттелер Гагаузии. Вот сегодняшний йокеттелер Гагаузии, это их слова. Люди, которые проработали на Гагаузию годами, при них сюда приезжали послы, президенты, премьер-министры разных стран. Где сегодня последние 2-3 года? Вам такая жизнь нужна? Изгоя? Жизнь Северной Кореи? Юрий, вот завершая наше интервью, если мы говорим о гагаузах и их интеграцию, гагаузов в Украине, в интеграцию в украинское общество, гагаузов Молдовы в интеграцию в молдавское общество, как обстоят дела со знанием украинского гагаузов Украины? Потому что в Гагаузии это проблема всех 3 десятилетий и начиная, наверное, с момента заселения гагаузов сюда, потому что за столько лет у нас должны признать и посмотреть правде в глаза, что есть проблема со знанием государственного языка. Как обстоят дела в Украине с этим? Как говорят у нас в Украине, у нас цим набагато краще, намного лучше. Знаете, у украинского государства другая политика. Плюс последние 10 лет, с 2014 года, с момента оккупации Крыма, в информационном пространстве пропал русский язык. Он остался у нас в обиходе. Нам никто, гагаузам Украины, не запрещает говорить по-русски, особенно там с нашими. Пока русский язык с болгарами, с молдаванами, проживающими в Бессарабии, нам никто не запрещает. Но новая генерация украинских гагаузов прекрасно говорит по-украински. Прекрасно говорит по-украински. Мои дети, родившиеся в Одессе, вот смотрите, мои дети, кто знает мою семью в Гагаузии, мои дети, родившиеся в Одессе, говорят и по-гагаузски, и по-украински, и прекрасно говорят по-английски. Вот такая, я желал бы это всем жителям Гагаузии. Знать свой государственный язык, знать свой родной язык, и знать иностранные языки, там, английский, немецкий. Пример моей семьи, которые родились в Одессе, даже не в гагаузском селе в Украине, а в Одессе родились. Вот завершая сегодняшнюю программу, если говорить о том, что бы вы хотели сказать жителям автономии, исходя из того, что происходит в Украине, и как Украина оказалась в этой ситуации, и потому что мы же понимаем, что есть какие-то общие моменты, когда что-то начинается, потому что мы помним же, в Украине тоже началось с того, что борьба с якобы ущемляет русский язык. Нарративы примерно одинаковые были и в Украине, и мы видим последствия чего. В Молдове используются такие же технологии, они ничего не придумывается новое, просто меняются социальные сети и подходы, как распространять подобного рода информации, как общество готовить к каким-либо негативным последствиям. Что бы вы могли сказать жителям Гагаузии? Не будем масштабироваться на всю Молдову. Приезжая в Болград, то еще увидите, что болградский рынок тоже говорит по-русски языке. И по-гагаузски говорит, и по-болгарски. Там 3 основных, там, украинского не услышишь, потому что есть привычка.
Я бы хотел пожелать жителям Гагаузии, чтобы был мир в их домах, потому что у нас его нет. У нас многие лишаются и домов, не только мира. А война в том числе началась из-за того, что в Украине присутствовали всегда политические силы, которые там были за Россию. В том числе они принесли к нам войну. Потому что в один момент они пропали, и какому-то человеку за границами Украины это не понравилось. Я хотел бы, чтобы вы были в мире всегда, чтобы здоровье было, сağlık olsun, мир olsun. И чтобы вы знали, что Гагаузия для вас должна быть достойной родиной в Республике Молдова. Что вы граждане Республики Молдова гагаузского происхождения. Я благодарю вас за то, что вы, находясь в Гагаузии, нашли время и были у нас в студии. Ну, конечно, воспользуюсь случаем, как бы передам теплые поздравления вашей маме, из-за чего вы приехали сюда от нашей редакции. Ну, конечно, долгих 75 лет исполнилось. Долгих лет и крепкого здоровья ей. Я напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы говорили с Юрием Демчогло, председателем гагаузских обществ Украины. Говорили о том, как гагаузы Украины переживают войну, как развивается гагаузский язык и как они видят ту ситуацию, которая складывается в автономии. Оставайтесь с нами на информационном портале LoveMD.